В эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. Какой праздник с нетерпением ждут все женщины каждый год? Конечно же, это 8 марта. Праздник весны, любви и красоты. Накануне Международного женского дня в городском дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвященный предстоящему празднику. Трудно описать те эмоции, которые испытывали все гости мероприятия. Спустя почти год, наконец дождавшись большого полноценного двухчасового концерта, зрители встречали бурными овациями всех участников. Были слышны крики «Браво!» и «Молодцы!». Поздравить прекрасную половину человечества прибыли депутаты Государственного совета Чувашской республики Киемидин Мифтахуддинов и Виталий Иванов. Атмосфера праздника располагала не просто к очередному стандартному поздравлению женщин с 8 марта, но и породила интересные истории со сцены. Когда в институт поступал в институт в Москве, диктант писали, это было это в реале в жизни. Грузин написал слово «женщина» с мягким знаком. Когда разбирали диктант, преподаватель спрашивает, почему ты написал слово «женщина» с мягким знаком? Такой верзил встает, слушай, говорит, женщина, говорит, это мягкая, говорит. Пишу и буду писать мягким знаком. Мне бы хотелось от мужской половины города Канаш поздравить наших милых дам, девочек, девушек, мам, бабушек с прекрасным днем, весенним днем. И пожелать здоровья, самое главное здоровье, счастья, благополучия. И чтобы было у вас всегда в душе весеннее настроение, как сегодня, не только 8 марта, а всегда по жизни. И чтобы мужчины делали все, чтобы это настроение у вас появлялось. Живите, радуйтесь жизни, будьте счастливы, здоровья вам, еще раз с праздником. В ходе мероприятия были вручены почетные грамоты за многолетний добросовестный труд в сфере общественного питания и обслуживания населения. Были отмечены благодарственными письмами женщины-руководители города. Отдельного букета из рук председателя Совета женщин города Канаша Ольги Петровой за освещение всех новостей города и информационную поддержку Совета женщин удостоилась Людмила Шурекова. В первую очередь я хочу поздравить с наступающим праздником, конечно, женщин, мам, бабушек, сестер, дочерей, подруг дорогих. Я желаю вам, чтобы все эти слова признательности и любви вы слышали каждый день, а не только в праздники. Любви вам, тепла, добра и благополучия, и самое главное, конечно, здоровья. Ну и как же в такой праздник без поздравлений от мужчин в погонах? Я просто хочу еще раз вам пожелать крепкого здоровья, счастья, удачи и всего, что вы сами желаете. Мамам, сестрам, женам желаю, чтобы их мужья, братья, братишки брали оружие только на учениях. Но в то же время мы прекрасно знаем, что они всегда, в любое время нас защитят. С праздником вас, дорогие наши женщины! С песенными номерами присутствующих поздравили вокальные ансамбли «Россияночка» и «Росинка», солистки и солисты вокального ансамбля «Росинка» Ксения Алексеева и Анастасия Шамбурина, руководитель Чувашского народного хора «Канаш» Иван Кириллов, солисты Георгий Георгиев и Андрей Алексеев, дуэт аккордеонистов Михаил Скворцов и Владимир Суракин, солистки вокальной студии «Звоночки» Екатерины Чуевой, Полина Бонифатьева и Дарья Серова, солисты детской музыкальной школы имени народного артиста СССР Максима Дормидонтовича Михайлова, Дамиан Смелов и Софья Панова. Я считаю, что мое выступление удалось. Спела хорошо, но достаточно хорошо. Вкладывала душу, самое главное, заигрывала с зрителями, что немаловажно. А маме на 8 марта хочу подарить букет красивых цветов и какое-нибудь тоже поздравление в виде песни. Изюминкой мероприятия стал показ моделей от модельного агентства.
целую школу. Детская школа фотомодели Diamond Models. И в Канаше мы уже на самом деле 2 года. Но в гостях именно в Дворце культуры мы в первый раз. И мы приехали сюда с показом мод весенней коллекции от уникального канашского дизайнера Галины Галловой. Сегодня в женский, в такой прекрасный вечер, да, в преддверии 8 марта, потому что сегодня только 5, вот, хочется сказать, что семья, дети, красота, весна – это самое главное, и мы в этом направлении работаем на самом деле. Зажигательные, яркие танцы подарили хореографической студии «Сияние», студия «Жасмин» Дома детского творчества, коллектив комбината школьного питания, танцевальные ансамбли «Горошинки» и «Юность». Наш творческий коллектив называется «Сияние». Нам уже почти 3 года. Пользуясь случаем, мы хотим поздравить всех женщин с 8 марта, пожелать им, чтобы они всегда были красивые, нежные, добрые и самые-самые счастливые. И от всего нашего коллектива все вместе, девочки, поздравляем! На протяжении всего концерта со сцены женщинам желали весеннего настроения, крепкого здоровья и счастья, мира и спокойствия, чтобы близкие друзья окружали вниманием, а в жизни всегда сопровождали любовь и уважение, семейное согласие и благополучие. Ирина Константинова, Елена Блатцева, Павел Демин. Вести недели. Более 400 детей Канаша и Канашского района обучаются интернет-технологиям и осваивают востребованные языки программирования в Центре цифрового образования детей IT-Куб. Благодаря разработкам учеников IT-Куба была создана виртуальная экспозиция для Канашского краеведческого музея. Все подробности в нашем репортаже. 2021 год в России объявлен годом науки и технологий, а в Чувашии он еще и объявлен годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Тяжелое время порождало героев не только среди участвующих непосредственно в военных сражениях, но и тех, кто трудился в тылу. Среди участников, которые копали эти оборонительные рубежи, была Стеклова Феодора Ивановна. Она буквально недавно ушла из жизни, очень такой мужественный человек. И так получилось, что вначале вот она принимала участие, копала, потому что условия были, конечно, очень тяжелые. И вот одна из там таких вот, наверное, моментов, то, что я прочитала, очень не хватало обуви. То есть ходили же зимой в лаптях, вот ребята, наверное, не представляют, что такое лапти, или представляете, все видели. То есть, лапти изнашивались с такой быстрой скоростью, что даже стали там предлагать выносить лапти и их продавать. Потому что были очень сильные морозы, а был уже октябрь такой очень дождливый, очень было грязно, и поэтому, а потом уже начинается, то есть земля промерзать до 1,5 метров, поэтому очень было, конечно, приходилось очень много работать, и каждый должен был, вот этот вот колхоз, который отправлял свою бригаду до 50 человек, они должны были обеспечить лопатой, киркой, всем прочим, то, что было необходимо вот именно копать. Чем копать? Не хватало тоже инструментов, и люди буквально как выкапывали своими руками. То есть вот эту мерзлую землю они переносили, и, в общем-то, вот таким образом приходилось выживать. Центр цифрового образования детей IT-Куб города Канаша, являющийся практикоориентированной средой, органично связывает детские идеи, потребности предприятий и организаций с передовыми IT-технологиями через проектную деятельность. Руководствуясь обозначенным 2021 годом, обучающиеся Куба, разработка VR и AR-приложений, создали приложение дополненной реальности, виртуальную экспозицию военной техники времен Великой Отечественной войны, а также карту Сурского и Казанского оборонительных рубежей для Канашского краеведческого музея. Это наш опыт, который сделает нашу работу лучше, богаче, интересней. И действительно, как Анна Николаевна сказала, мы надеемся, что будем достигать все новых и новых высот. Ребята, у вас все впереди. И ребята действительно большие молодцы, они отлично постарались. Проектная команда разработала мобильное приложение виртуальной экспозиции с голосовым помощником, которая была презентована Канашскому краеведческому музею 4 марта 2021 года. Виталий Михайлов высоко оценил разработку обучающихся Центра цифрового образования и отметил, что за подобными проектами будущее. В год памяти строителей Сурского и Казанских рубежей особенно признателен я молодежи нашей, которая воссоздает все те события в новых реалиях, новые композиции, новые применения. Вот сейчас мы видим, что на планшетах появляются границы Сурского оборонительного рубежа. Сегодня же мы
с нашими учениками поработали над тем, чтобы к 9 мая они подготовили уже элементы виртуальной реальности, чтобы каждый желающий ознакомиться мог бы посидеть в окопах. Это новое направление ваше как раз, чтобы любой желающий мог почувствовать себя строителем Сурского оборонительного рубежа, чтобы мог ощутить при применении виртуальной реальности эти моменты. Юные разработчики AR-приложения признались, что это была нелегкая, но очень интересная работа. Думаю, для всех нас это было действительно интересно, и я смело могу назвать этот проект хорошим приключением. Для меня это был первый крупный проект по созданию 3D-моделей. Однако, думаю, все мы извлекли из этого опыт, получили хорошие эмоции и действительно хорошо научились работать в группе. Павел Демин, Елена Платцева, Ирина Константинова. Вести недели. Накануне профессионального праздника работники культуры города Канаша подвели итоги деятельности за 2020 год. В совещании приняли участие заместитель главы администрации города Наталья Суркова, заместитель директора по народному творчеству Республиканского центра народного творчества Валентина Яковлева и заведующий научно-методическим отделом Национальной библиотеки Алла Залагина. Новый кинозал кинотеатра «Проспект», открывшийся в Дворце культуры Канаша благодаря национальному проекту «Культура», в котором прошло обсуждение итогов деятельности, стало свидетельством мощной поддержки, оказываемой в последние годы и этой сфере деятельности. Руководители, рассказывая о достижениях, об интересных мероприятиях и проектах, новых форматах, которые были внедрены в работу в прошлом году, научившим многих проводить к решению задач нестандартно, непременно делали акцент на небывалую финансовую поддержку учреждениям культуры. Как рассказала директор централизованной библиотечной системы города Рима Никанорова, на средства республиканского и местного бюджетов был проведен текущий ремонт в библиотеках. И, что особенно обрадовало коллектив, закуплены 8143 книги. 2020 год, как вы все знаете, конечно, для нас была проделана очень большая работа по ремонту и укреплению материально-технической базы библиотек. На средства республиканского и местного бюджета была проведена текущий ремонт центральной библиотеки, установлены пластиковые окна, новые межкомнатные двери, смонтировано напольное покрытие из керамической плитки, проведен косметический ремонт помещений центральной библиотеки. Вот тут показываем. И также миллионный ремонт детской библиотеки, это 1 000 000 рублей таким образом мы потратили. А в конце года на средства местного бюджета также нам удалось установить заменить все окна детской библиотеки и филиале номер 6. И также провели косметический ремонт помещения филиала номер 4, который у нас теперь располагается в Краеведческом музее. Также для нас было, конечно, настоящим таким положительным шоком, когда нам выделили 2 миллиона на комплектование книг. Такого долгие годы не было, мы только могли об этом мечтать. И на эти средства мы закупили 8143 экземпляров книг в самых лучших издательствах России, такие как детская литература, азбука, атикус, АСТ, конечно, в Чувашском книжном издательстве. И из них, из этих 8 тысяч, более 6 тысяч, мы, конечно, купили книги для наших юных читателей, детскую литературу закупили. По словам директора детской музыкальной школы Лианы Андреевой, в учреждении дополнительного образования также обновили фасад, переделали систему теплоснабжения, приобрели музыкальные инструменты. Огромное значение имеет оснащение школ необходимым оборудованием. В рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Путина с целью реализации национального проекта «Культура» в 2020 году Канашская детская музыкальная школа приобрела новые музыкальные инструменты – рояль, аккордеоны, фортепиано, ксилофон на общую сумму 3 818 000 рублей. За счет целевых субсидий сделан текущий ремонт фасада здания на сумму 313 326 рублей. Текущий ремонт отопительной системы второго этажа на сумму 486 530 рублей. Масштабный ремонт произвели в детской художественной школе. Заменили систему отопления на общую сумму 2 миллиона рублей. Закуплены печь для керамики, интерактивные доски, ноутбуки, мольберты, натюрмортные стойки, стеллажи и новая учебная мебель. Об этом рассказала директор учреждения Ольга Матьянова. С докладами также выступили директор Краеведческого музея Анна Пчелкина и Дворца культуры Сергей Садовский. Исполняющая обязанности начальника отдела культуры администрации города Татьяна Векова поблагодарила коллег за благородный достойный труд, за то, что работали, показывая
показывая свой талант, умения и профессиональные навыки. На совещании грамотами и благодарностями администрации города Канаша были поощрены отличившиеся работники культуры. Заместитель директора Республиканского центра народного творчества Валентина Яковлева, подводя итоги совещания, еще раз напомнила, что главная задача до 2024 года – это работа в рамках национального проекта «Культура», в котором 3 основных направления. Это культурная среда, благоустройство и укрепление материально-технической базы. Второе – творческие люди. И третье – цифровая культура. Валентина Николаевна призвала работать вместе, опираясь на опыт, знания и наработки друг друга. И вот этот слоган «Вместе крылья» пусть будет девизом и этого года, потому что в единстве наша сила и в единстве у нас всегда хорошие результаты. Здоровья вам, благополучия. Пусть все ваши творческие планы реализуются, и пусть будут большие достижения для сферы культуры города Канаша. Людмила Шурекова, Евгения Карпчева, Елена Бладцева. Вести недели. 14 марта в городском парке культуры и отдыха прошли соревнования, посвященные памяти прославленного спортсмена Чувашской республики Владимира Воронкова. В мероприятии участвовали более 100 спортсменов. Многие удостоились наград за проявленное мастерство. Подробнее в нашем репортаже. Его запал для жизни безграничен. Своим примером зарядил он всех. Стремятся все сделать на отлично, поддерживая спорта лыжного успеха. Только такими словами можно вспоминать о единственном в Чувашской республике олимпийском чемпионе по зимним видам спорта Владимире Петровиче Воронкове. Пример для многих, чьим именем названа единственная спортивная школа в нашем городе. Олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный чемпион СССР, победитель спартакиады народов СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, почетный гражданин города Канаш. Ежегодно в марте месяце проводятся соревнования, неразрывно связанные с именем этого прославленного спортсмена Чувашии. И этот год не стал исключением. 14 марта впервые на обновленной лыжной трассе городского парка культуры и отдыха прошли 45-е по счету республиканские соревнования, посвященные памяти Владимира Петровича. Проявить свое мастерство и почтить память собралось более 100 спортсменов, представлявших города Канаш, Чебоксары, Новочебоксарск, а также Канашский, Алатырский, Красноармейский, Бресенский, Чебоксарский и Янтиковский районы. Я очень горда сыном, поэтому спорт, я думаю, что он помогает вообще в учебе, в работе. Если спортом дружишь, то и в семье хорошо, все отлично. Мы с семьей очень любим кататься на лыжах, но профессионально я занимаюсь только полгода. Я хочу сказать, что спорт – это жизнь, и всем удачи. Занимайтесь спортом. С напутственной речью на предстоящий старт выступил глава администрации города Канаш Виталий Николаевич Михайлов. Он напомнил о необходимости чтить память прославленного земляка и выразил надежду, что данная новая лыжня взрастет еще ни одного именитого спортсмена. Поэтому, дорогие друзья, хотелось, чтобы соревнования сегодня дружеские обстановки прошли, проигравших не будет, всем более победы. Впоследствии Виталий Михайлов вручил тренеру олимпийского чемпиона Владимиру Яковлевичу Григорьеву памятную медаль «Столетие образования Чувашской автономной области» за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашии, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед регионом. В мероприятии участников соревнований и многочисленных болельщиков совместно с Виталием Михайловым приветствовали депутат Государственного совета Чувашской республики Виталий Иванов и глава города Канаш Андрей Константинов. На церемонии награждения победителям и призерам были вручены медали и грамоты соответствующих степеней, а также ценные призы, учрежденные администрацией города Канаш и родственниками Владимира Петровича Воронкова. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч! Магазин «Светофор» поздравляет своих любимых покупателей с праздниками и приглашает всех за покупками. Мы находимся в центре города, а значит, нас очень легко найти. В нашем магазине поистине огромный ассортимент товаров. Продукты, бытовая техника, бытовая химия, одежда, обувь, детские товары, автотовары, хозяйственные товары, товары для дома и многое-многое другое. Мы не вкладываем лишние деньги в оформление витрин, не нанимаем большое количество сотрудников. Мы всегда делаем акцент на доступности цен. А отзывы благодарных покупателей говорят о верности выбранного нами пути. Многое нравится. Беру иногда футболки. Ну так, знаете, не самые дорогие, не самые дешевые. Полотенца беру по хозяйству. Вон взяла мешок,
потом эти вспомогательные средства для кухни. Там прямо разнообразие есть. Мне нравится. Постоянно здесь покупаем вещи, продукты. Обычно мясной покупаем, колбасу. Нравится очень. И жарить можно, и так можно есть. Для детей конфеты покупаем. Дешево. Приходите, покупайте. Нам нравится очень. Неважно, в каком магазине вы закупались раньше. Не верите рекламе? Приходите в магазин «Светофор» и убедитесь лично, что у нас самые низкие цены в городе, а благодаря слаженной работе коллектива нам удалось добиться высокого качества обслуживания. Магазин «Светофор» – это готовое решение для ежедневной экономии семейного бюджета. Уважаемые покупатели, поздравляем вас с наступлением весны. Наша линейка ассортиментов каждый раз обновляется. Цены в «Светофоре» ниже рыночных на 15-20% за счет прямых поставок от производителей. Встречаем Масленицу со «Светофором». Сметана – 93 рубля 90 копеек за килограмм. Курага – 109 рублей 90 копеек за килограмм. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Ждем вас ежедневно. Город Канаш, улица Котовского, 4.